Одним из ярких событий ушедшего года можно считать концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, который состоялся в декабре 2018 года. За 80 лет своего существования ансамбль сформировал свое творческое лицо, создал свой золотой фонд, исполнительскую школу, наметил пути развития. В данном случае речь идет об освоении современной хореографии. Для нас значимый год, потому что 80-летие у нас продолжается. Мы продолжаем, мы очень много ездили по Российской Федерации, были очень много за рубежом. И готовились, конечно, к этому концерту, потому что каждый год в декабре месяце, в декабре мы даем свои отчетные концерты для нашего казанского любимого зрителя. Конечно, делаем огромное количество концертов в республике, у себя, в Татарстане, а также мы выезжаем и в Сибирь, мы выезжаем и в соседнюю Башкирию, ну и потом у нас очень много концертов в Казани. Программа насыщена, очень много интересного, нового. Юбилярный год. В юбилярном годе есть юбиляры и много очень великих людей, которые дали основу нашему коллективу. И благодаря этому и Абдуллину, и Нарыкову, и всем великих наших людей юбилеи, ну, конечно же, столетие Розетти Мирхановой. Это первая исполнительница, первая профессиональная певица. Это первое поколение государственного ансамбля песни и танца. Отметить мы не смогли, мы обязаны это делать. И, конечно же, я считаю, это кладезь национального вокального искусства. Много-много уважаемая, моя любимая, очаровательная Венера Хасановна, 75 лет. Они дали вдох, они дают творчество. Как отметил художественный руководитель ансамбля Айрат Хаметов, если прошедший год был юбилейный, сезон нынешний юбилярный. Вот если начать с самого начала, без Ключарева, без Тимирхановой, наверняка не было бы коллектива вообще. Потому что Зулейха Ахметовна именно советовалась с ними, и основа из основ идет от этих людей. Надо сказать, что не только вот начало и продолжение. Если сегодняшний день Тимирхановой записи, до сих пор мы поем ключеревское произведение, значит, они вечные. Они как основоположники. Плюс это люди, которые вот всю жизнь, наверное, громко сказано, жизнь свою отдали именно за этот коллектив. Наверное, я счастлива тем, что мне 60-е годы пришлось работать с этими людьми. Я еще успела несколько поездок с Тимирхановой съездить. Это была изумительный человек, открытый душой. Когда видишь вот таких людей, хочется жить, хочется петь. Потому что эти люди настолько открыты душой, настолько преданы своему делу. Я, наверное, счастлива тем, что я смогла довести вот эти произведения, вот этот дух до сегодняшних дней, что я сегодня работаю в этом коллективе, что мне столько лет. И я действительно благодарна судьбе, наверное, Аллаху, что действительно я смогла много сделать. Безусловно, ансамбль никогда не стоит на месте. Вот сегодня в нашей программе где-то, наверное, 50% новых вещей, и хоровых, и танцевальных. То есть мы постоянно двигаемся, но мы к какой-то теме. Безусловно, сегодня у нас 100 лет нашей знаменитой певицы Розетти Мирхановой. Безусловно, эта дата отмечается. И у нас так совпало, что 75 лет нашей дорогой, уважаемой Венере Хасановне, нашему хормейстеру, нашему потрясающему специалисту. Ну вот как-то так получилось, что очень логично связались эти даты. Юбилей очень молодого человека. Она, не скрывая, вот мне всегда говорит, мне 18 лет, в душе мне 18 лет, и я думаю, что это правда. Потому что творец – это тот, кто может что-то сотворить. Это высшее проявление личности, когда он может творить. А Венера Хасан до сих пор может творить,
Прежде всего, ее главное творение – это человеческая душевная доброта, помноженная на профессионализм музыкальный, музыкантский, очень высокоинтеллектуальная мысль, которая всегда свойственна, наверное, прежде всего людям, обладающим поэтическим даром. У Венеры Хасановны он тоже есть. Начиналось все в 1961 году. Представляете, более 57 лет Венера Хасановна с нами. Самое главное счастье Венеры Хасан, что на ее жизненном пути встретились огромное количество талантливых исполнителей, певцов, музыкантов. И работая в ансамбле, вот когда она была главным хормейстером, я думаю, что эти люди тоже отчасти сделали ее саму такой, которой она сейчас есть. Второе отделение вечера было посвящено хормейстеру Венере Хасановне Гараевой, а танец «Щелпаларом» поставлен Раилей Гариповой в музыкально-хореографическое приношение юбиляру. Тщательно мы с коллегами так дружно сошлись в этом, что там Айрат Хаметов сделал эскиз костюма, значит, наш цех пошивочный очень к этому, значит, очень ярко подошел к этому моменту. И, значит, наш композитор Радик Салимов сочинил музыку, но я поставила танец. Ну, вот мы его преподносим Венере Хасановне в честь ее юбилея «Щелпаларом». К юбилею хормейстера Государственный ансамбль песни и танца презентовал аудиоальбом «Жемчужины народа», где представлены лучшие произведения в исполнении хора ансамбля. Идея эта принадлежала Венере Гараевой. Ею были отобраны песни и поддержаны руководством коллектива. Произведение мы сохранили. Мы сейчас как раз выпустили вот этот диск. В этом диске вот они сохранены, вся душа, все то поколение. Это наверняка мое счастье, что я сумела в свое время, именно когда вот сброд и шатание по народным песням, вот со страной, вот как раз вовремя мы выпускаем этот диск, потому что там золотые песни. Хочу сказать огромное спасибо нашему зрителю за то, что идут на наши праздники, любят. И я благодарен зрителю за то, что мы востребованы. У нас всегда полные залы. Всем желаю счастья, успехов и, самое главное, процветания. Ансамбль действительно востребован в нашей республике России и за рубежом. Когда в коллективе служат талантливые люди, сомневаться в этом не приходится.